Давайте посмотрим, что же мы прочитали только что в этом свидетельстве. Прежде всего, технически. Речь шла о том, что 200 женщин собираются выслать на уничтожение. Те, кто старше 30 лет. И идет вокруг этого обсуждения между руководством и концлагеря, которые хотят высылать на уничтожение, и теми, кто ответственный за работу на заводе, и они хотят, чтобы там продолжалась нормальная работа, не дергать. И, собственно, им удается, очевидно, уговорить, чтобы 200 женщин из этого числа, которые даже и старше 30 лет, даже, да, не высылать на уничтожение. Между тем, поскольку пошло указание 200 выслать на уничтожение, а нужны работницы на завод, то высылают 200 молодых женщин, совсем молодых женщин, девушек, из числа прибывающих в Освенцим на уничтожение, их высылают аж до Риги. Что мы тут видим? Мы видим, как между нелюдьми шло сложное взаимодействие, шизопараноическое, когда, собственно, ясно, что Рейху долго уже не прожить. Это уже, собственно, разгар лета 1944 года. И уже прошла операция «Багратион», понятно, чем она заканчивается, полным разгромом вермахта. Тем не менее, установки этого квази-государства, не людей, Третьего рейха продолжают действовать. С одной стороны, им надо как можно больше принудительных рабов, чтобы они работали. С другой стороны, надо как можно больше уничтожать людей. И запущен на всю катушку вот этот шизопараноический ход истребления евреев, тех, кого определят и идентифицируют нацисты в качестве евреев, истреблять их до последнего человека. Но при этом во взаимодействии с другим шизопараноическим комплексом нам нужна рабочая сила, рабочей силы не хватает, значит, давайте рабов. Так как мы будем истреблять? По всяким признакам. Вот, значит, истреблять всех, кто старше 30 лет. Гоп, и присылают ровно 200 женщин, которые младше 30 лет. Из очередного транспорта в газовые камеры и печи Свенцима отбирают ровно 200. Смотрим, на каком уровне идет коммуникация между нелюдьми, между подразделениями этого квази-государства, этого содомского образования, жудосного Третьего рейха. Они из Освенцима, находящегося в Польше, среди транспортов, прибывающих на уничтожение из Венгрии, они высылают ровно 200 женщин, потому что им известно, что на уничтожение предназначены 200 женщин из числа занятых принудительным трудом на восстановлении электрокабелей и аккумуляторов на каком-то важном электротехническом заводе в Риге. Вот они туда прибывают. Но между тем руководство концлагерей, фабрик смерти там на месте решило, что тех, кто там сейчас работает, трогать не будут. Соответственно, присланные заменить этих 200 женщин, которые должны были отправиться, быть уничтоженными старше 30 лет, их не будут уничтожать, а тех, кого прислали им на замену, уничтожены должны быть они. Назад в Освенцим не пошлют, их будут уничтожать на месте. Но между тем, нелюди выяснили, что 26 женщин уже едва держатся на ногах. Соответственно, они должны быть уничтожены. Вместо них забирают 26 из числа предназначенных на уничтожение еврейских девушек в Венгрии и тех из местного концлагеря направляют число тех, кто немедленно будут уничтожены. Это технически взаимодействие между различными учреждениями, подразделениями. Всеми этими словами невозможно называть страшные эти установы, квазигосударства,
Содомского Третьего Рейха, который вообще, собственно, их дела, их планы, они на первый взгляд можно называть, да, планы по принудительному труду, планы по таким-то вопросам, а на самом деле это все не люди, просто которые, ну, называть их зверями, это оскорблять зверей. Они заняты планомерным истреблением людей, и они озабочены, как приводить в соответствие эти свои планы с другими, значит, своими там планами по принудительному труду, обеспечению там нужд обреченной безумной войны против людей и т.д. Теперь мы, собственно, идем уже к узкому вопросу, связанному с нацистским геноцидом, вопросу внутри еврейскому, а именно преступления сионистов против евреев. Этой теме будут посвящены еще немало моих анализов и на русском языке, и на иврите. Следите за тем, что появляется. Скажу только вкратце, в качестве самого краткого предисловия. Этой сборной помощью я и с моими соратниками, белорусами по восстановлению исторической правды. Еще будем, уже мы освещали немного и будем еще освещать. Советская пропаганда против сионизма решила в ряде аспектов, и прежде всего в том, что постоянно твердя по внешнеполитическим соображениям советским того периода о страданиях мнимых и реальных арабов Палестины и соседних с Израилем стран, собственно говоря, начало всему этому положила активная помощь Советского Союза в создании сионистского государства. Можно смотреть мою трилогию на моем канале в Рутуб, как Советский Союз создавал государство Израиль. Затем Советский Союз поменял свой подход к этому вопросу, всячески поддерживал арабов, и, соответственно, выражение преступления сионистов, оно ассоциировалось только с советской политикой, проарабской и антиизраильской. То есть центральный момент преступления сионизма, то есть организации, учреждений, соответственно, их руководителей, организованного сионизма против евреев, против тех людей, которые идентифицировали себя и других идентифицировали как евреев, они полностью оставались в тени. Хотя звучала иной раз теза о том, что сионисты сотрудничали с нацистами, однако, опять-таки, ничего внятного, ничего ясного на эту тему не звучало, а поскольку тема антисионистской пропаганды, она, ну, по определению, естественно, притягивала к себе кадры идеологических работников, которые страдали шизопараническими и жидоедскими комплексами, теми или иными. Последний динозавр из этих кадров, его можно видеть на канале День, и не один раз, он там на полном серьезе рассказывает, что в 2000 году Эхуд Барак требовал от Арафата строить под мечетью Эль-Акса храм Соломона. И этот бред он повторяет, значит, ни разу, ни два, там, ссылаясь на анонимного какого-то, значит, человека, якобы бывшего сотрудника Политбюро, которому это доподлинно известно. Наверное, он сидел под столом, когда говорили о Арафат с Эхуд Бараком. То есть вот такого рода кадры, но никогда не были уже не в качестве, еще не в качестве маразматиков, динозавров, но, так сказать, молодые, борзые, и, в общем-то, антисемитские нотки там очень отчетливо звучали во всей этой пропаганде. Поэтому у советских евреев и у здравомыслящих советских людей вообще сложилась твердая такая отвращение к словам преступления сионистов, как будто это какое-то пропагандистское клише. Ну, на самом деле, немало военных преступлений было совершено
действительно в отношении арабов. Тоже в разные периоды, различными сионистскими и позже израильскими формированиями. На этом останавливаться не будем. Много высасывалось из пальца советской пропагандой на эту тему. Обо всем этом будем со временем подробно говорить и на русском языке, и на иврите. Но центральный момент, что преступления сионистов против евреев, против людей, которые себя идентифицировали как евреи, это очень важный момент, потому что в сионистском употреблении слово еврей, оно вообще распространяется, собственно, на всех, кто не арабы. Да? Вот. Это центральный момент, который практически был забыт. Между тем, действительно, людям, особенно моего поколения, и те, вот, в ком засело вот это неприятие словосочетаний преступления сионизма, сотрудничество сионистов с нацистами, потому что оно на вот этом, значит, на лопате такой недобросовестной, дурно пахнущей людоедством подавалось в Советском Союзе, надо от этого отказаться. Мы живем в другое время, и нам надо изучать историю. И те, кто евреи, да, мои единоверцы дорогие, пристало уже наконец изучать факты истории. Понятно, что вся собственная еврейская историография является полностью идеологизированной и политизированной. 50%. Слава Богу, что я свободный человек, я живу в нашей, слава Богу, свободной стране, и что-то донести. Итак, перед нами открылось окенце на не единственный, но самый масштабный момент сотрудничества сионистов, именно организованного сионизма с нацистами в деле истребления. Кто-то, может быть, слышал, может быть, нет, о Рудольфе Кастнере. Это был, собственно, глава сионистской организации в Венгрии, который затем продолжил свою карьеру в качестве сионистского функционера. И тема его сговора с нацистами в деле помощи нацистам в истреблении венгерских евреев всплыла в 50-е годы в Израиле. Все сейчас на одной ноге не расскажешь. На эту тему у меня была и публикация в материалах одной из научных конференций у нас в Беларуси. И я надеюсь эту статью переработать, опубликовать ее тоже на одном из ресурсов у нас там. Я тут там ссылку на то, что имеется в интернете. Помощь состояла в активном замалчивании того, что венгерским евреям уготовано истребление, полное поголовное истребление. Это было ясно сионистскому руководству. Они вступили в непосредственный контакт с Айхманом, прибывшим в Венгрию с началом уже непосредственно нацистской оккупации Венгрии в 1944 году. Задача была максимально быстро подготовить всех евреев, находившихся на территории тогдашней Венгрии, включавших Сильванию, там другие некоторые территории, по разным оценкам. Там находилось от полумиллиона, никак не меньше полумиллиона и до 700-800 тысяч евреев, включая тех, кто просочились в Венгрию, где до момента введения немецких нацистских войск, собственно, евреев не истребляли, не убивали, не усыпали. И всех их надо было в считанные месяцы направить на работавшую именно в тот момент на вершине своей мощности хорошо подготовленную фабрику смерти Свенцем. Свенцем комплекс, там были лагеря труда, и находилась фабрика смерти, собственно, крупнейшая за всю войну. Центральным моментом было быстро, тихо всех евреев собрать. И Айхман, как настоящий педантичный немец, он понял, что до этого момента, поскольку существовавший там венгерский режим евреев не преследовал, не высылал
Там даже брали принудительно в армию евреев. И вот стройбаты, да, которые были посланы на Восточный фронт, и, собственно, именно из числа вот этих мобилизованных в армию венгерскую евреев берутся те 10 тысяч военнопленных, которые были в первых советских, там, по наивности, советские следователи записывали данные военнопленных, и те, кто назвались евреями, их записали как евреями. Там, среди прочих национальностей, фигурировало 10 тысяч евреев. Потом, собственно, советские власти сообразили, что тут очень глупо спрашивать национальность, да, и исчезли эти 10 тысяч евреев, поняли, что надо считать просто в среде венгерских военнопленных. Вот. То есть евреи до того момента в Венгрии, таким образом, как на нацистами занятых территориях, не преследовались. Айхман прикинул, что центральным моментом является тихо, быстро всех собрать. И с ним вышло на контакт непосредственно сионистское руководство Венгрии. Айхман четко сказал, он разговаривал непосредственно с ними, с руководством сионистов и непосредственно с Рудольфом Кастром. Значит, ваша задача, чтобы евреи не разбегались, не прятались никаким образом. Мы вышлем их по Освенцим, всех истребим. За это мы готовы, естественно, тех людей, которых вы попросите, местами. Теперь надо сказать, что единственный нацистский преступник, который был предан суду в Израиле, несмотря на большую помпу с законом о следовании нацистов, способен, фактически был только один человек, это был сам Айхман. Рассказывают, что за поддержку бананового блока латиноамериканских государств, которые принадлежали Рокфеллеру, Рокфеллер потребовал от сионистского руководства всех тех, кто находились в досье британской разведки, которое было также нацистских военных преступников, чтобы волос не упал с головы никого из них. И было соглашение на эту тему. Я об этом читал в различных источниках и друкованных, и в интернете, и на русском, и на иврите. Вот, что было такое соглашение между руководителями всемирного сионизма и Рокфеллером в обмен на голосование банановых республик за создание сионистского. Это параллельно с той незаменимой помощью дипломатической военной, которая по своим, как тогда казалось, интересам, а может быть и по каким-то личным побуждениям смутным Иосифа Виссарионовича Сталина, который поддержал создание еврейского государства. Вот так оно происходило. Теперь понятно, что когда заключается такой договор, то предусматриваются и отступления. Любой договор говорит условия. Очевидно было оговорено, что не будут предавать суду нацистских преступников до тех пор, пока они не поднимут те-то вопросы, не станут опасны до того-то и до того. Эйхман был, он вообще не прятался, он вообще открыто там жил со своей женой, которая приехала вообще под своим полным именем из Германии. Он там якобы какое-то имя сменил или не сменил, работал на заводе. Всем было прекрасно известно, где находится Айхман. После того, как он там совсем разомлев в своем латиноамериканском далеке, начал вести пространные беседы с голландским журналистом, неонацистом Вильгельмом Сассен. Ну, 50-е годы это так называлось неонацисты. Это тогда, это, собственно, были... Сегодня у нас есть неонацисты, которые учатся, так сказать, фильмов, книг, они наносят символику. Вот мы все прекрасно знаем, что творится к югу от нашей республики. Да. Это действительно неонацисты. А тогда были просто недобитые нацисты, что нам удивляться. И как-то у нас в наших СМИ в Беларуси промелькнул список руководителей ФРГ за послевоенные десятилетия, точно кто где какую должность занимал в нацистской партии, в Вермахте, в СС, все важные люди, уважаемые люди, да, в Германии.
мы все прекрасно помним генерального секретаря ООН от милого нейтрального государства Австрия. Кстати, он очень его любили советские СМИ по там всяким антиизраильским темам, всегда его цитировали. Вот господин Курт Вальтер. Ну, на каком-то этапе вылезло, что он был молодым эсэсовским офицером и активно участвовал в военных преступлениях в Югославии. Поэтому голландский нацист приезжает к Эйхману, и он ему наговорил на сотни часов магнитофонных записей. Среди прочего, он рассказал подробно, как он сотрудничал с сионистским руководством. Тема поднялась ввиду того, что к тому времени в Израиле уже прошел и судебный процесс по клевете, когда в ответ на публикацию религиозных евреев из Венгрии о том, как сионистское руководство обеспечило истребление поголовное там. Сейчас я буду подробнее рассказывать, кто кого истребили, кого нет и как. Мы все будем темой вот этих 500 еврейских дел. И, собственно, Кастнера заставили фактически подать иск о клевете, и заставили подать апелляцию в Верховный суд. Он не хотел подавать, потому что выяснялись все новые и новые детали. Верховный суд отменил решение окружного суда, сказав, что не доказано, что он сотрудничал с нацистами. Ну, это, конечно, было куром насмех. Вот. В современных израильских публикациях вообще лживо утверждается, что Верховный суд сказал, что он не сотрудничал. Это вообще прямая ложь. Но, короче, вся картина там была маслом. Также страшно интересно, как так называемый Верховный суд сионистов выпустил сентенцию, которую сегодня можно видеть на всех израильских ресурсах, что лидер может иной раз по своему усмотрению и скрыть информацию от общества. Как будто там речь идет о какой-то информации, там, общественно-политической, экономическом обществе, которое, так сказать, там, туда или сюда. Речь шла о том, что обладая исчерпывающей информацией о поголовном истреблении его планах, сионистское руководство сделало все, чтобы эти планы имели место. Книгу интересную написала по происхождению немецкая еврейка, убежденная антисионистка. Это отнюдь не значит, что она обладала большими историческими сведениями и каким-то хорошим видением мира. Убеждения у ее такие либерастические. Она описывала достаточно тупо процесс над Эйхманом, Ханна Арендт. Вот. Более того, ввиду какого-то тупого перевода, даже там свидетельства писателя Гила Бенура, который говорил, что Освенцим это была другая планета, неизвестная человечеству, и, там, и перевели не планета, а звезда, и там она на эту тему изгаляется. Тупо. Многое там. Но она была женщина непредвзятая, по крайней мере, с острым взглядом и ознакомилась с рядом фактов. Она прежде всего дает интересный вывод, что там, где была разветвленная сионистская организация, ну, в странах Центральной и Западной Европы, там истребление евреев было практически поголовно. А вот там, где сионистов не было, то оттуда многим удалось спастись. Понятно, в каждой стране был свой контекст, но в отношении Венгрии, к сожалению, все эти контексты слились в очень трагическую картину. Значит, сионистская организация вовсе не представляла всех евреев Венгрии. Меньшинство. Те, кто были по происхождению евреи, но были, собственно, ассимилированы в венгерском обществе сионистов, не желали видеть в качестве своих представителей. Тем более ортодоксальные евреи никак сионистов не видели своими представителями. Но сионистские организации имелись по всей венгерской территории, по всей территории, где говорят на венгерском. И они все были подпорядкованы, собственно, организацией венгерских сионистов. Ну, там всюду язык культуры был венгерский язык, в Сибане, в Закарпатье. И, собственно, евреи как раз именно в этих регионах были венгероязычные, мадьяроязычные. Что касается языка идиш, мы немножко снова возвращаемся к вопросу 200 девушек. Что касается языка идиш, это было как бы общий язык, распадающийся на множество различных местных диалектов, поддиалектов по всей Восточной Европе. Собственно, язык, объединявший единоверцев
восточных, центральных. Понятно, что в городах, местечках венгры евреи говорили на идиш, на венгерском идиш, такая модификация западного сектора диалекта. Складывалось еврейство в Венгрии, кстати, так же, как и земель к востоку, восточнославянских земель. Оно складывалось из потоков евреев, которые прибывали со Средиземного моря, так называемых гуманиотов, и которые приходили с востока, выходцы из вавилонской диаспоры тем же. Ну и, понятно, какая-то небольшая часть, но давлевшая в плане уровня изучения Торы на тот момент, которые приходили из земель Ашкеназа, то есть из Франции. И, собственно, язык идиш возник и модифицировался в условиях этого сплава. Точно так же, как у нас, например, в северо-восточной Белоруссии описывает предыдущий любайский рэпер в специальном труде истории хасидского движения на этих землях. Собственно, на идиш говорили в местечках, да, но евреи, жившие в сельской местности, они вообще не знали языка идиш. Они, собственно, говорили на славянском наречии, славянском койне, на котором по сей день поются хасидские напевы. Они не являются точным слепком того языка, на котором говорили в северо-восточной Беларуси. Невеле, Павичах, Витебске. Так. Там он модифицировано, и там, собственно, смесь русско-белорусско-украинская. Да, там просто люди говорили, как говорило крестнославянское население. И, собственно, те, кто из сел переселялись в местечки, им, например, чтобы изучать Тору, прежде всего, надо было владеть языком. В Венгрии, несомненно, такое положение ввиду и доминирующего культурного положения венгерского языка, безусловно, было на периферии. То есть в городах, местечках по-любому как бы евреи религиозные. Я говорю именно о религиозных, ортодоксальных евреях. Так, безусловно, не могли не знать идиш ввиду шильных контактов, собственно, с единоверцами своими. Но на периферии, в маленьких поселках, в селах, именно там и сохранялась традиционность еврейская дольше. И понятно, что там они вполне могли обходиться венгерским языком для общения друг с другом, для общения с соседями. И если они, собственно, не происходили из тех общин, где язык был идиш, то они его так и не восприняли. Достаточно сказать, что в городе Кракове еще во второй половине XVIII века фиксировалась синагога евреев-романиотов. Говорили к тому моменту по-польски, да, до этого говорили на еврейско-новогреческом диалекте, очевидно, каком-то. И там идиш так и не восприняли аж до конца XVIII века. Тем более, намного южнее в Венгрии было такое положение, как мы видим из этого маленького кусочка реальности, который нам доносит Лена Розенберг. Эти девушки были строго религиозны, они железно держались еврейского закона, и они вообще не говорили на идиш. Теперь отмечен там момент, что они все были родственницы между собой, поэтому они не хотели разлучаться. Да, для евреек из какой-то местности, очевидно, это были девушки, отобранные из числа какого-то региона периферийного сельского Венгрии. Ортодоксальные еврейские девушки, крепкие физически, жизнерадостные, которые не знают никакого языка, кроме венгерского, и знают, что они твердо должны держаться своей святой древности. Вот такой кусочек реальности предстает. Теперь, что задумали сатанисты? Что задумал народ Содома, поднявшийся против народа? Отношения евреев с венграми были нормальные, были хорошие. Отличительной чертой Венгрии и Румынии было то, что там источником антисемитизма были шизопараноические настроения именно интеллигенции, образованных слоев. В Румынии было связано с шизопараническими комплексами
отлучение от славянского мира, к которому Румыния принадлежала, собственно, по вере и фактически перевод их языка, название румынского, романского, перевод с кириллицы на латиницу, все это вызвало шизопаранойю в кругах образованных, интеллигенции, духовенства и страшные антисемитские эксцессы на протяжении 19 века в Румынии, жуткие кровавые погромы, которые всегда инициировали именно вот эти, значит, слои, так сказать, просвещенные, а как раз-таки самые простонародные крестьянские слои, в общем-то, они совсем не были этому подвержены. Отсюда у нас удивительный диссонанс между еврейским фольклором из Румынии, где они поют о прекрасной, богатой, обильной стране, ну, там, то, что касается еды в сельском хозяйстве, как бы там, это мало интересовало евреев, там, какое там производство стали, угля, да, кушать, что есть, да, на хорошем климате, Румыния еще и вне Украины лежит, так, запад. Вот. И, собственно, то, что мы знаем о непрерывных, страшных кровавых погромах в Румынии, которые тоже, кстати, малоизвестны, потому что да, в западном мире нагнеталась, как и сегодня, всяческая русофобская адженда, а, собственно, число жертв погромов было неизмеримо больше тех погромов, которые имели место в Российской империи, знаменитые, которые надо разделить на 5 миллионов евреев Российской империи, а там на несколько десятков тысяч евреев, живших, собственно, под властью Румынии, вот этой второй половины 19 века. В Венгрии, надо сказать, тоже были, собственно, нормальные отношения. И именно интеллигенция, там и шизопараноя имела другой контекст, это вопрос культурной самоидентификации, венгерская или немецкая, и вторая роль в Австро-Венгрии, и почти первая, но все-таки не первая, всякое такое. И все это выливалось, опять-таки, кто виноват, как мы знаем, значит, если в кране нет воды, это, опять-таки, песня вечная. Как сказано в Торе, что почему называется гора Синай, где была дарована Тора. От слова Сина, Сина, ненависть. Потому что с дарованием Торы вечная и неистребима ненависть к народу Торы. И то, что другие народы приняли религии дочерние, христианства, ислама, более разумных из них это как бы вызывает уважение к народу Торы. А всегда найдутся те, кто скажут, нет, мы как раз таки вот есть правильные, а те неправильные, а вывод, кто неправильных надо бить. Но в Венгрии, надо сказать, фактически не было погромов, кроме нескольких случаев в период весны народов в 1848 году, который опять-таки вот эта вот разъюшенная шизопараноическая интеллигенция, собственно, их инициирует. Короче, у евреев был великолепный шанс просто разбежаться, как зайцам и белкам. У нас есть пример Болгарии. Болгария была союзником Гитлера, да, но надо сказать, что все эти страны, союзники Гитлера в Южной Европе, Испания, Италия, Болгария, ну, фашисты, но это не были содомские народы, это не были государства полного Содома. Идея поголовного истребления людей, она абсолютно не вызвала никакого понимания ни в Испании, ни в Италии, ни в Болгарии. Более того, вызвала деятельное противление этому, каждого на свой лад, а в Болгарии, собственно, болгарское руководство, опасаясь того, что немецкие войска зайдут в Болгарию и Венгрию, ведь они зашли, конечно же, сказали, мы будем в два этапа. Прежде всего, мы депортируем евреев из столицы, из Софии. Немцы, не разобравшись, что происходит, хорошо, отлично, да, будет столица Юденрайн, прекрасно. А второй этап мы их вышлем, значит, вам на уничтожение. Второй этап так и не наступил. Евреев выслали из Софии в сельскую местность, и, собственно говоря, я не хочу сказать, что не было среди болгар законченных фашистов нацистского плана, которые стояли за истребление евреев. Если такие были, они были единичные люди, не они организовали эту депортацию, безусловно.
После того, как евреи были разосланы якобы на принудительный труд, значит, временно в сельские общины, они просто скрылись с глаз. И когда спустя какое-то время, именно когда заработали печь Освенцима на всю катушку, спросили, ну где? Давайте второй этап. И мы не можем их найти, они все исчезли. Исчезли, растворились, нету евреев. Говорят, что царь Борис был отравлен, собственно, немцами за вот это. Он сам был этнический, славянский человек, так или иначе. И евреи Болгарии все, собственно, спаслись. В Венгрию немцы ввели войска, но если бы евреи все же разбежались, евреи с периферии, то они бы спаслись. Безусловно, громадное число бы спаслись. И не надо забывать контекст. Это 44-й год. Собственно говоря, советская армия уже на подходе за пределы границ Советского Союза. Туда, в Восточную Европу, к Балканам. А в Венгрии люди толковые, кстати, малопьющие, очень сообразительные. И они великолепно понимали, собственно, что будет Четвертому рейху, хоть они и ввели свою армаду на территорию Венгрии, но еще месяц и другой, или год другой, но никто не знал, когда война закончится. Но скоро и советские войска идут, а с советскими войсками придут не один, не два, а очень много офицеров советских, которые будут евреи, которые прекрасно на одном языке договорятся с евреями, которые там находятся в Венгрии. И там, где надо будет по-венгерски, найдут переводчика, сидящего на венгерский, сходу на месте. Рига. И те, кто евреям помогли спастись, будут они на хорошем счету. Но намного больше в другую сторону, те, кто евреям не помогли спастись, они могут оказаться на очень-очень плохом счету. Все это прекрасно в Венгрии понимали. То есть, если бы вот эта сионистская организация, ее руководство, которые имели, они имели филиалы в самых маленьких поселках, самых маленьких. Они влезали в все. Даже там, где у них не было родовых членов, они имели офис небольшой, они собирали с религиозных евреев под еврейский сантимент. Деньги в копилке еврейских женщин, стояла копилка бело-голубая, которую кидали, значит, собственно, называлась она тогда шекель иносказательный, да? Шекель в наше время название израильских денег, а тогда называлась, значит, шекель на сионистское дело, ну, на поселение евреев на Святой Земле и т.д. И только в очень-очень таких уже совсем сознательных, да, ортодоксальных семьях не стояла такая копилка. А так, зажигая субботние свечи, еврейская женщина кидала туда, так называемый шекель, да, копейку или грош, или полкопейки, и все это называлось шекель для Эрец-Исроэл. Да. Для Святой Земли. Если бы они четко сказали, что будут истреблять евреев, и евреи бы именно на периферии разбежались, хрен бы их кто достал, подавляющее большинство. Поэтому педантичный, четко изучивший ситуацию, проклятый сатанист Айхман договорился с сионистским руководством, что мы будем прежде всего выгребать из периферии, а Будапешт последнюю. Ну, с одной стороны, я говорю, что немцы действовали очень четко, замечательно, с немецкой точностью и мощностью. С другой стороны, они жили в оторванном от реальности мире. В конечном счете, именно в Будапеште, тоже точные цифры, трудно сказать, кто еврей, кто не еврей, т.д. Ну, примерно, говорят, 200 тысяч евреев в Будапеште встретили советскую армию живьем. Советская армия уже стучалась в ворота того региона. 200 тысяч евреев, безусловно, с помощью венгерского населения, спавшихся местами среди них.
Ну, не добрались до них проклятые нацисты, немцы до них не добрались, их помогатые нацисты венгерские, собственно, уже каждого была все-таки своя шкура и своя семья, и, в общем-то, одним словом, были, конечно, венгерские нацисты, был тех 1956 года, но так или иначе, именно в Будапеште, в столице, спаслись. Периферию истребили всю, благодаря тому, что сионистское руководство обеспечило вот это молчание. Более того, они еще активно излагали версию, что евреев высылают куда-то туда, на восток, чтобы там заниматься каким-то, значит, трудом, так сказать. Так решили. Евреи же не имели перед собой точной карты, где стоят советские. Куда-то высылают на восток. Вот это одна из книг, описывающих тут собраны свидетельства о преступлениях сионистов в их сотрудничестве с нацистами. Всюду вообще, на всей оккупированной территории, и в рядах юденполица, и в плане высылки евреев на смерть, но особо описывается вот этот момент, свидетельства о том, как, значит, сионистские представители Венгрии в разных местах сообщали, да, что да-да, и более того, тех, кого высылали, им, значит, на пороге этого товарного вагона, который их вез в Освенцим, говорили написать письма родным, что мы туда-то прибыли, нас поселили, описать, в каких мы, значит, бараках живем, как там питание, как там что, все как надо. Все это происходило через вот эту организованную систему. Как наша Ханочка Аренд метко заметила, все-таки там, где была разветвленная сионистская организация, там был великолепный процент истребления. И это было сотрудничество активное, его нельзя назвать пассивным. Вот эта книжка называется «От Каин», знак Каина. Тут собраны, собственно, свидетельства прессы и всяческих мест. Вот он, красавец. Дольф, или еврейское имя его было Израиль Каснер. Вот он. Вот он. Этот нелюдь отличился еще тем, что в ходе своих контактов с нацистами к нему был представлен некий эсэсовский офицер, который затем был в Нюрнберге. И он ему сказал в ходе этих событий: дай честное слово, что после войны было понятно, куда идет Третий рейх. Дай мне слово, что после войны ты подтвердишь, что я хорошо относился к евреям. Каснер, вот этот сионистский функционер, и он был видный сионистский функционер, на всяких был правящий партии Мапай, 40-е, 50-е годы. Он не поленился, он поехал на Нюрнбергский процесс, и там он свидетельствовал из этого процесса. Это Ханна Аренд отмечает. И когда его спросили, а что ж ты такое делаешь, зачем вообще ты поехал, как? Мне важно доброе имя евреев. Кто скажут, евреи слова не держат. Кто скажет, не люди, занимавшиеся истреблением людей только за то, что они родились, слово, данное им, надо держать не случайно. В своих откровениях вот этому голландскому журналисту сказал сатанист Айхман. Когда я говорил с Каснерами, с другими сионистами, я с ними говорил как идеалист с идеалистом. У них была общая почва. Эта общая почва была оголтелый шовинизм и отношение к людям как к материалу, пластилину для своих бредовых построений идеологических. Эти слова Ханны Аренд, которые она приводит, что, как сказал Айхман, как идеалисты к идеалистам, в некоторых изданиях есть, а в некоторых изданиях вот на русском языке, что я видел в интернете, в одном есть эти слова, в другом они отцензурированы, чтобы русскоязычные читатели вот это не прочитали, что как идеалисты с идеалистами, нацисты с сионистами. Родственные души, стоящие на общей платформе человека-ненавидчества, отрицания абсолютных человеческих ценностей, которые закреплены в авраамическом.
Так вот, в откровениях вот этому голландскому неонацисту, журналисту Сассену, Айхман говорил, ну, я начал договариваться с сионистами. Для меня не была велика и цена в 15-20 тысяч человек, если я смогу 500 000 спокойно отправить в газовые камеры. И, очевидно, тут, собственно, задействовал тот, мы не видели ни пакта, ни протоколов, к нему ни добавлений между Рокфеллером и сионистским руководством. Но, очевидно, было оговорено, что если нацистский преступник начнет вякать про то, как сионисты помогали, его ждет петля. И Айхман полез. Расшифровка сотен часов этих бесед с Гером Сассеном была передана израильскому правительству. Она была якобы представлена в качестве свидетеля против нацистов на этом, значит, распиаренном суде над Айхманом в Иерусалиме, но опубликовано почти ничего из этого не было. И решением правительства оно все было направлено на вечное секретное хранение. А то, что просочилось, то, что люди прочитали в голландских газетах, оно опубликовано в различных местах, в частности, в книге, ну, нет смысла показывать все книги на иврите, я под роликом размещу ссылку на виртуальный институт памяти Шем Микдошим про преступления сионизма против евреев. На иврите эти книги, кто знает иврит, собственно, сможет там читать, все читать. А кто не знает иврит, я буду рассказывать по-русски подробно. Мы говорим в контексте. Так вот, он говорил про 15-20 тысяч, но фактически сионисты намного меньше у него. Поезд 1600 человек. Сионистское руководство Венгрии и их ближайшие родственники. Среди этих родственников, естественно, были и ортодоксальные евреи, кто используют иной раз, чтобы шельмовать ортодоксальных евреев. Только важно знать, что никто из них не просил быть туда включенным. Ну, люди своих родственников, как бы, нету, естественно, нельзя идти в сговор с нелюдьми и убийцами серийными и кого-то выдавать на смерть. Но, с другой стороны, люди не должны в качестве, так сказать, красивого жеста отказываться от спасения, если они этим решительно никому не помогают. Те ортодоксальные евреи, которые были включены в этот поезд, они значит включают в качестве своих родственников, включили, собственно, те, кто договариваются с нацистами. И не то, что они кого-то включат на место тех, кто поехал. Они, собственно, не включили вообще то число, которое изначально был готов Айхман выпустить. Но выходили группы участников сионистских молодежных движений. Все это подробно описано в книгах с ссылками на источники. Книги эти все вот можно видеть на моем телеграм-канале. Вот, в этой книге, ну, я показываю ввиду обложки, да, красиво. Приводится много цитат из книги такого независимого исследователя, который фамилия Бет Цви. Вот. Она называется очень громоздко, в таком старинном стиле. Постугандийский сионизм в кризисе катастроф. Это был геноцидировано Шуа. Вот. И там подробно про это все говорится. До румынской границы направлялись под охраной эсэсовцев группы вот этих молодых сионистов, которых руководство считало нужным. И все вместе это близко не подошло даже к тому количеству, которое готов, по крайней мере, рассказывал нацистам. 15-20 тысяч оставили живых за спокойную и быструю ликвидацию 500 000. Собственно, примерно 500 000 их были истреблено. Там по факту в Венгрии находилось даже больше евреев, чем думал Айхман. Но они занижали цифры. Пресловутая цифра в 6 миллионов истребленных в рамках геноцида евреев, это, собственно, по доскональным донесениям, добросовестным немецким педантичным Айхмана, собственно, по факту число
очевидно, много-намного, порядка 7 миллионов. Вот, собственно говоря, так эти 200 девушек попали в Освенцим, в периферии. Ну и по техническим причинам я описал, каким образом, собственно, шли не людей из руководства различных учреждений, квази-государства Содомского рейха, обсуждали, как они будут людей истреблять и как они их будут использовать. И так вот некий такой удивительный случай. 200 строго религиозных, молодых, пышущих здоровьем еврейских девушек, которые говорят только по-венгерски, оказываются в далекой религии. Там да, вечная память и слава невинным жертвам, проявившим мужество, человеческое достоинство. Вечный позор убийцам, коллаборантам с ним, тем, кто сделал возможным преступление, помогал. Эта история до глубины души, по-моему, поймет каждого человека, тем более каждого. Собственно, мы видим, что и вот эта женщина нерелигиозная, Лена Розенберг, спустя десятилетия, она чувствовала, как у нее стоят перед глазами эти девушки, каких спокойное, достойное, четкое поведение, пост. Так вот, понятно, что по закону еврейской галахи, естественно, все люди там находились на краю гибели, естественно, можно было бы ими есть и пить. Но они избрали другой путь, который тоже галаха допускает, освящение имени Всевышнего. Идти на самопожертвование. Вот Тишебов, они знали, что вокруг тоже евреи, вокруг сотни тысяч евреев, и они осветили имя Всевышнего. Они показали, как они соблюдают пост, как они строго да, законы религии. Они, в общем-то, понимали, что вряд ли останутся живых, я думаю. Но, с другой стороны, они говорили, да, мы хотим помочь Германию, но что они так ссылаются на служение. Мы хотим в Германию, мы все родственницы, да, это были родственницы, это были еврейки с венгерским, откуда вычистили на уничтожение евреев нацисты, их венгерские пособники, сионисты, которые обеспечили вот эту систему дезинформации, чтобы было тихо, и чтобы из тех мест, где наибольший процент евреев мог бы спастись, чтобы оттуда как раз выгребли всех евреев в Европе. А в Будапеште, как я сказал, осталось 200 тысяч. Ну, в завершение, наверное, стоит осветить тоже очень муссируемую пропагандой западной, антисоветской, русофобской историю Паленберга, который, значит, так называемый спаситель евреев. На самом деле это был кадровый сотрудник американского ГЦУ. Собственно, оказавшись на уже занятой Советским Союзом территории, он был как таковой задержан. И больше он уже не вышел на свободу. Возможно, его хотели перевербовать или завербовать, может быть, он отказался. Много тут вариантов. Но одно понятно, говорит, что он спаситель примерно, опять-таки, цифры мы не можем, эти большие цифры, они громадные. Но мы знаем, что масса евреев спасли в Будапеште. Из спасшихся не в Будапеште, а может быть в других больших городах и в окрестностях, примерно оценивают 200 тысяч число евреев, которые спасли. Понятно, что они спасли благодаря советской армии, благодаря тому, что она уже стучала в двери региона. Да. И я объяснил, что венгры не были настроены антиеврейски в массе своей и хорошо понимали, что с ними будет, если они будут активны сейчас. То есть, собственно, пройдутся по каждому человеку. Я работал 19 лет в учреждениях Равината, видел много всяких интересных документов, выходцев из Советского Союза, в частности, свидетельство о рождении, выданное в Будапеште. Летом 45 года, вот после конца. Еврейка родила дочку, и муж ее был тоже еврей, советский офицер. Свидетельство о рождении было написано по-венгерски. Мать такая-то, такая-то, четкое имя, отчество, как по-русски говорят, там, Овна, да, ну, условно говоря, Сыра Моисеевна, не помню. Так, и фамилия ее,
Они были расписаны, они расписались, как уж там действующая армия это происходило, но у них было конкретно, значит, зафиксирован брак, расписан. Вот. Отец написано русский майор, советский русский. Ну, соответственно, наш русский мир, так сказать, да, когда он, защищаясь, доходит до Будапешта, до Берлина, то для тех, кто там, все русские, да, все русские. Черные, буряты, естественно, евреи в форме советских офицеров. Было написано «Русский майор». Я себе хорошо представляю картину, как привел свою жену этот майор в эту больничку, сказал, вот эта Циля, она должна родить. Если все будет отлично, то вы получите все наивысшую награду. Все будете дальше спокойно. Если волос упадет с ее головы, не дай бог, что-то будет не то, ребеночком, пеняйте на себя. Вот. И все вышло наилучшим образом. Прекрасно все прошло. Поэтому понятно, что те венгры, которые помогали евреям спрятаться, последние вот эти недели и месяцы перед приходом советской армии, ну, они поступали очень разумно с точки зрения здравого смысла. А те, кто активно их выдавали немцам, очевидно, поступали совсем-таки неразумно. Можно не сомневаться, что над такими чинилось суд и расправа абсолютно без всякого суда и следствия, прямо на месте, и можно не сомневаться, что и такие случаи были. Тем более, что всегда между соседями, между людьми, которые рады друг у друга поживиться имуществом квартиры, соответствующий донос всегда может пойти. Поэтому тот, кто помогал бы еврея выдавать, всегда бы нашлись люди, которые идеологически это осуждали и хотели бы поживиться чем-то за его счет. И, естественно, такому русскому майору могли, путая славянские, немецкие и мадьярские и еврейские слова, сказать, что, знаешь, вот этот сосед, он у меня на глазах отдал 3 евреев гестаповцам. И русский майор просто брал ППШ. Одним словом, как оно все точно, где происходило, мы не знаем. Но мы знаем, что совсем не о всем рассказывают нам документы. Будем и про это со временем говорить. А немножко я об этом говорю, и посмотрите мою трилогию «Как Советский Союз создавал государство Израиль». И там я рассказываю, что расправа с нацистскими пособниками шла местами без суда и следствия, даже на, собственно, советской территории в военные годы. Потому что очень-очень-очень страшно и ново было то, что они творили. Истреблять людей только за то, что они поделились. Так вот, бредни, что Валенберг спас там, он занимался своими делами. И, очевидно, тоже для пиара, четко просчитанного американскими спецслужбами, он местами, да, значит, там какую-то оказывал дипломатическую защиту евреев. Понятно, что никакая дипломатическая защита никаких евреев нигде никак бы не спасла, если бы не те обстоятельства, что Красная Армия была на пороге. Спецназ под командованием Йосифа Рапопорта штурмовал немцев у озера Балатон, где было накануне захвачено большое количество фауст-патронов, которыми мало кто умел пользоваться в советской армии. Не было такого оружия тогда в советской армии, не сочли его производить. А спецназ Йосифа Рапопорта умел все и, в частности, применил вот эти самые фауст-патроны. Ничуть не запятнали себя западные державы, пальцем пошевелить для спасения евреев на всей громадно оккупированной нацистами территории. Есть свидетельства многочисленные прямо в прессе тех времен, когда советское правительство сообщило после истребления евреев в Бабьем Яру,
что немцы среди прочих своих зверств истребляют поголовно еврейское население. Западные союзники сказали, что это большевистская пропаганда. Единицы уцелевших добирались с оккупированной территории Восточной Европы, рассказывали про то, что на территории Польши созданы фабрики смерти. Или непосредственно единичные, но кто-то когда-то прямо посреди войны добирались до Швейцарии и, так сказать, не заняты нацистами часто. Выражение «свободный мир», я считаю, сегодня уже все понимают, как оно звучит каким-то совершенно макабрическим юмором. Вот. И, кроме того, эти свидетельства были достаточно надежны, что их приняло и польское правительство в изгнании, которое находилось и советское, и суперпрозападное. Более того, польское подполье, националистическое, подчинявшееся этому на территории Польши, тоже сообщало, ну как, поголовное истребление людей, как ты можешь это не видеть и как ты можешь об этом не сообщать. Поголовное истребление миллионов людей. Значит, сообщение о Бабьем Яру, это была большевистская пропаганда. Сообщение польского правительства в изгнании в Лондоне, это была славянская мнительность. Ну, а сообщение евреев, естественно, это еврейская мнительность, сентиментальность и этноцентризм. И вот эти все четкие дефиниции прессой западных стран-союзниц, они заботливо собраны, они задокументированы, запротоколированы. Я вот тут как бы квинтэссенцию этого дела излагаю. Как, значит, все эти три источника были в Лондоне и в Вашингтоне определены как недобросовестные по определению. Это неверно, что немцы истребляют поголовно всех, кто родился евреем, на взгляд немцев. Так вели себя западные союзники, и поэтому им нужен был наприконцы войны Валенберг, чтобы сказать, что он как писал. Долетала стратегическая авиация британская до Освенцима. Долетала. И они бомбили каучуковый завод, который находился в этом комплексе концлагерей Освенцим-Биркенау. А фабрику уничтожения, несмотря на то, что у них был точный план, точная карта, они не бомбили. Не бомбили. А почему? Ну, чтобы ненароком не убить тех, кто там находится. Ну, это же как бы, они же не виноваты, нельзя в них попасть бомбой. Да. На полном серьезе давались такие объяснения местами после войны. А в ходе войны они просто не бомбили. Пускаем, когда британская авиация бомбила Белград. Белград, где находилось полуправительство такое, сотрудничавшее с немцами, в обмен на то, что сербов не будут истреблять поголовно на всей территории, а оставят территорию, где будет некая сербская самоуправление. Там действительно спаслось еще 800 тысяч сербов, которые бежали с окрестностей. Так вот, британцы бомбили Белград, но они это сделали в первый день православной Пасхи, и они параллельно разбрасывали листовки, где они поздравляли с Пасхой. Бомбили былые врага. А комплекс Освенцим-Биркенау, они бомбили там каучуковый завод, не боясь, что те, кто там заняты, принудительным трудом пострадают. А фабрики смерти не бомбили.